А мы также продолжаем наше с вами прекрасное утро. Я также ваша телеведущая Диана Абдулдаева. А у нас уже впереди наши замечательные гости, которые уже вместе с нами, а также они не с пустыми руками у нас. Смотрите, столько всего нам привезли, и, конечно же, я очень надеюсь, что вы с удовольствием расскажете нам про них. Я представлю сначала, кто у нас сегодня в гостях. С образовательного комплекса «Креатив Талим». Наш менеджер Дайырбеков Канат Мелисович, преподаватель русского языка и литературы Кельгенбаева Айнагуль. Здравствуйте. Также наши прекрасные ученики, которых я прям с удовольствием представлю. Мелисов Нурсултан, Арстанбекова Нурсулу, Кемелева Сайкал, Османалиев Эльдос. Как вы к нам приехали? Как ваш сегодняшний настрой, чтобы поделиться с нами такой вот важной информацией? Отлично. Отлично, да? И мы очень рады. И, конечно же, попытаемся получить больше информации, больше надежд, да, на вас, на то, что вы нам расскажете все более подробно. Вот недавно, да, у нас были... Это, как можно сказать, чемпионат или как это можно? Олимпиада, да, в Анталии. Из 59 школ заняли первое место. И как мы видим, что наши сертификаты, дипломы, кубки, все оттуда, верно? Да. Расскажите про них, пожалуйста. Вот, мне кажется, это было очень интересно, раз уж вы столько всего нам привезли. Да, ну вот Олимпиада прошла неделю. Неделя была. Да, вчера буквально только прилетели мы оттуда. Угу. Прилетели вот с такими трофеями. Там помимо предметных конкурсов было много всего интересного. Спортивные соревнования, культурно-массовые соревнования. То есть было в разных направлениях, да? Угу. А я могу одну взять, чтобы так наглядно показать, да, нашим телезрителям? Да, слушаем вас. Вот этот кубок, например, за лучший костюм. За лучший костюм, да? Да, каждая национальность показывали свои культуры, костюмы национальные. За лучший костюм тоже первое место заняли. Там помимо этих вот спортивных, по футболу тоже первое место заняли. Это, например, по шахматам. По шахматам, да? Да, то есть шахматы здесь я хочу особо отметить, она как предмет, тоже как предмет. Да. Потому что мы всего участников у нас двое было, и из 54 участников один первое место, второй третье место. Вообще И классно, по шахматам тоже по общекомандным первое место. Очень хорошие показатели. Остальное, вот то, что вот у нас... Самое главное, вот этот кубок у нас, это в конце, в итоге они считают, помимо предметных, вот эти спортивные, культурные, как ведут себя ребята там. В итоге вот считают и самая лучшая команда Олимпиады этого. За командную За работу, командную да? работу тоже первое место заняли. А я так понимаю, все наши ученики заняли какие-то основные места, да? Потому Это что у уже, нас да, столько предметные. дипломов, тут я даже не могу сейчас так примерно посчитать, сколько их. Также у нас есть сертификат, у наших учеников медали есть, да? Очень классно. И вам такой вопрос, как вот это самое основное, наверное, это было не участие, а подготовка, верно, к этому? Как вы готовились, как все через это все прошли? Ну, о подготовке к Олимпиаде, наверное, я немножко расскажу. Но победа наших учеников, конечно, радует не только нас, но я считаю сейчас и весь Кыргызстан. Да. И в интернет-порталах они желают нам всего хорошего, все рады, и это вдвойне приятно слушать. Но мне хотелось бы отметить, что образовательный комплекс «Креатив Талим» уже существует 7 лет. И учредителями являются учителя, не какие-нибудь бизнесмены, а учителя. Это, в частности, генеральный директор школы Дайырбекова Гульнара Мелисовна и исполнительный директор Карипова Салкын Асанкуловна. И та система работы, которую они ведут, я считаю верной и целенаправленной, потому что 7 лет – это не просто годы, которые прошли, просто преподавали, а вот системная работа приводит к тому, что итог работы показывается. Наши дети в Анталии на международной олимпиаде среди 16 стран и 59 школ заняли общекомандное место. Это вообще похвально. Да, это очень похвально и нас радует, и большая мотивация у нас. Мотивация в чем заключается? Потому что
Среди частных школ в Кыргызстане образовательный комплекс «Креатив Талим» является единственной школой, в котором образование ведется на родном языке. Это вдвойне радует, и вдвойне у нас мотивация поднимается. Ну а как достигаем этой цели? Это не просто так спонтанно наши дети взяли и поехали, и вот столько они заняли мест. Да. Это плодотворная, целенаправленная работа всей команды администрации, учителей, учеников. Столько трепета, столько нервов, да? Как мы достигаем всего этого? Ну, самого хочется отметить первоначально, что в школе проводятся внутришкольные олимпиады. Естественно, там награждают победителей. Также проводится среди старшеклассников интеллектуальная игра «Билим Сереси». Всех победителей награждают ценными подарками. Это тоже мотивация для учеников для дальнейшего изучения. Также у нас, как традиция в школах, проводятся, вот, например, такие мероприятия, как по ступеням образования. Это, естественно, в начальной школе, это в мире сказок. Там показывать тоже все знания, которые получают в начальной стадии обучения. Во второй ступени у нас фестиваль знаний. И, естественно, в старшеклассниках проводятся интегрированные проектные работы по STEM. Эти вот комплексные работы, они считаются масштабными. Эти комплексные работы помогают нашим ученикам свободно мыслить, конструировать, также творчески работать, подавать какие-то креатические идеи. Знаете, получается, что наши дети раскрепощены, и у них очень хорошие навыки в этом отношении, добывать самим знания. То есть наши ученики читают, изучают, анализируют, и в конце концов они могут аргументировать свои выводы, свои мысли, что они анализировали. Это очень радует, и вот итог этой работы, такой вот объемной работы, кропотливой работы, я бы сказала, учителей, учеников и целой администрации вот приводит к таким успехам. На самом деле было это очень замечательно, круто. Конечно же, хотелось бы в моменте сказать, что мы вас от всей души поздравляем за такую вашу работу. Нужно благодарить и благодарить вас. Наши ученики молодцы, на самом деле показали очень хорошие результаты. Ну и в моменте я бы хотела задать нашим ученикам вопросы. Какого вы класса? Как вы вообще готовились, было ли волнительно, переживали ли, какие у вас были ощущения, расскажите про них. Здравствуйте, всех приветствую. Я ученик школы Креатив Талим, учусь в 11 классе, последний год. Вот. Что насчет Олимпиады? Олимпиада прошла очень на большом, высоком уровне. Все равно это необычная международная олимпиада. Вот, как вы видите, столько наград, достижений. Все это неспроста. Готовились много. Думаю, как говорится, в любом случае труд, учение, труд, все перетрут, как говорят. Вот. Мы еще ученики, хочу заметить, не только вот учебу, уроки, но и разносторонние, да и по спортам много наград, там, по разным фестивалям. Вот. Да. Расскажите, а ваши ощущения какие были перед подготовкой, во время Олимпиады? У меня даже в подготовке я очень волновался, думал, займу ли я место. А на самой Олимпиаде уже я решил собрать все свои силы. И, к счастью, я смог занять 2 призовых места по химии и по английскому. И в моменте у вас хотела спросить, а у вас какие медали, какое место вы у нас заняли? Вот до начала Олимпиады, можно сказать, каждый ученик выбирали по 2 предмета. И вот мои предметы были это русский язык и география. Благодаря, слава Богу, хвала Всевышнему, одним предметом получил места. Вот, по Олимпиаде, по географии 1 место. Очень похвально. По русскому 2. Что Очень хочу добавить по русскому. Хоть мы вот у нас, школа вот у нас на родном языке, как до этого заметили. Да. Несмотря на это, большая благодарность нашим учителям.
это так нам показывает, что уровень учителей, да, и учеников высший, хороший. Что еще хотел сказать, там, во время Олимпиады именно по русскому языку большинство участников, да дальше, даже больше половины, это, ну, можно сказать, были сами вот русскоязычные, из русских школ, Белоруссии, там, да и там с И Казахстана, несмотря на то, да, что у вас учеба ведется на родном языке, занять призовое хорошее второе место по русскому языку, это очень-очень хорошо. Расскажите про вас, какие места вы у нас заняли и на каких участвовали, и ваши ощущения. Я Кимелова Сайкал, ученица 9 класса. Мгм. Я участвовала по двум предметам, математика и русский язык. К сожалению, русский язык мне не хватило немного до 3-го места, Мгм. но зато по математике я заняла 2-е место. Очень классно. Вообще я усердно готовилась, вообще все ученики нашей школы. Во время Олимпиады я немного волновалась, и на место по математике, именно по математике я не рассчитывала. Но когда мне сказали, что я заняла призовое место, я очень обрадовалась. Мгм. Это очень классно, на самом деле. А как вы готовились к этому? Были ли прям такие большие волнения, переживания? Вот вы говорите то, что, ну, математика, на самом деле, это далеко не легкий предмет. Вы сами уже, как ученики, как преподаватели, сами, наверное, знаете, как вы к этому к этому шли? Мы готовились примерно месяц. Месяц А, готовились. Ну, мы в этом году только узнали про Олимпиаду. Нам учителя давали различные задания. Мы всегда подходили к учителям, потом после уроков они нам давали советы. Также помимо этого различные новые дополнительные материалы. Мы все это изучали. Было немного тяжеловато, конечно. Тяжеловато, но вы справились. Да. Очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, теперь всем вот этот заданный вопрос, ответьте, пожалуйста, теперь и вы. Ваши ощущения, где вы участвовали, в каком классе вы учитесь? Я ученица образовательного комплекса «Креатив Талим». Я учусь в 9 классе. До подготовки сказали, что можно выбрать 2 урока. Я выбрала физику, целенаправленно готовилась к этому уроку и заняла 1-е место По физике. по физике. Хотя это не Очень самый хорошо. легкий предмет. Это далеко не легкий предмет тоже. Я вот не надеялась, как говорится, на 1-е место, хотя бы на 3-е. Но удивительно, я заняла 1-е место. Это говорит о том, что у вас очень сильные преподаватели, вас Да. очень хорошо подготовили, ну и ваше, конечно же, усердие, да? Конечно, обязательно Да. усердие у наших Учеников. учеников и, конечно, усердие учителей. Спасибо всем учителям. Да, вот наши ученики сейчас говорят, что они месяц усердно готовились. Это действительно усердной подготовки было месяц. Но у нас систематически каждый год, ежемесячно учителя проводят систематическую работу по подготовке к таким вот разного рода конкурсам, потому что не только к международной олимпиаде, а вообще внутри школы, внутри страны нашей, вот, в частности в городе Бишкек проводится очень много олимпиад, поэтому наши учителя... Вы постоянно в ресурсе, постоянно готовитесь. Да, у нас постоянно учителя не просто только по школьной программе готовят, они идут с сопряжением подготовки, то есть с сопряжением программы. Это тоже что-то значит. Не просто так вот взяли по программе, что там сегодня в этом, то есть в 9 классе готовится. Нет, вот мусульман может уже за 10, за 11 класс решать задачи по физике. Это очень классно. А вот говоря про Олимпиаду, у вас было буквально месяц на подготовку к этому Олимпиаду, или вы уже как-то заранее планировали? Как вообще так получилось, то, что вы пошли и решили участвовать в этой Олимпиаде? Ну, буквально, получается, месяц-полтора, наверное, узнали, подали заявку, потом ждали, одобрят ли нашу заявку. Потом, получается, одобрили и начали усиленно готовиться. Но у нас из-за того, что, допустим, целый день проводят же у нас в школе детей. Утром в 8 утра приходят, вечером 5 часов уходят. И они почти Целый день. день проводят в школе. И они вот до обеда, получается, именно по школьной программе, а после обеда все свои домашние задания, дополнительные вот эти. Вне программы еще. Да, вне ученики программы проводят. готовятся, поэтому я думаю, у них база есть основная. Ну, у Тем них более очень у нас хорошая благодаря база. учителям, как Айнагуль Хусейновна,
Вот именно предметники, я думаю, одни из лучших в республике, наверное. Поэтому благодаря их труду наши ребята занимают вот такие места. А так вот подготовка, ну как узнали, усиленно начали, но я думаю, это труд, наверное, уже 7-летний труд, наверное. Конечно, за 7 лет вот школа доказывает за свое существование, на что способны, значит, новые идеи, креативные идеи, и вообще вот это нововведение. Но еще хотелось бы похвалить наших учеников в том плане, что мы говорим, что у нас в школе после обеда дети заняты кружками. И вот эти вот предметы, кружки, они учат детей работать в команде. Вот там же вот у нас вот первое место за костюмы, за национальные костюмы, за танец, там игра на каком-нибудь музыкальном инструменте. Все это по всем этим номинациям занимали места. Это не просто так вот взяли спонтанно и поехали. То есть это я хочу о чем сказать. Участие наших детей вот, в кружковых работах учит наших детей быстренько в командной работе работать, быстро локализировать себя. Знаете, да, и это очень здорово. Это Молодцы тоже наши уже дети, как... да, мы очень рады, молодцы. Ага, вот то, что вот говорите, да, это как отдельная личность, да, идет, например, вот шахматы играть, это тоже нелегко, и там, тем более кубок занять. У нас вот по одеждам, по танцам, как вы рассказываете, это просто уже вы учеников с раннего возраста уже как личность уже, вот, они сами выбирают, кем они будут, что они любят. На самом деле вашему образовательному комплексу огромная благодарность за то, что вы наше будущее поколение, будущее Кыргызстана так воспитываете, в хорошее русло, в хорошее направление вы их ведете. И, наверное, всем интересно по Олимпиаде также, да, 59 школ. Это вот сколько? 16 стран, 59 школ. И занять там первое место. Тем более нашему, Кыргызстан, это похвально очень. Какие у вас еще дальнейшие, может, планы? Или вот какую вот мотивацию вы от этого получили? Какие вы еще хотите? Куда еще дальше расти хотите? Ну, знаете, на самом деле объем работы у нас в школе очень большой. Мы, значит, творческий подход к работе, знаете, но самое главное, у нас в школе существует между администрацией и учителями доверие. Мы работаем на доверительной основе. То есть за нами никакой проверки нету, никакой вот такой вот сверхъестественных требований нету. Вот нам поставили задачу, мы стараемся каждый не упасть лицом в грязь и работать, понимаете? Подаем какие-то вот эти креативные идеи, работаем с учениками индивидуально. Но и сами ученики у нас не просто так ученики, которые вот по программе учатся. Наши ученики идейные, творческие, они сами ищут, самореализуются. А учителя у нас в своем плане, чтобы на одном месте тоже не сидят, они самоусовершенствуются. В этом плане, естественно, у нас в школе проводится тоже со стороны администрации очень хорошая работа. Например, это тоже, наверное, имеет смысл сказать, потому что вот в год 2 раза у нас среди учителей проводится педагогический тур, где учителя разрабатывают инновационные уроки с использованием новейших методик и приемов, с использованием мультимедийных средств. И на этих таких вот турах учителя учатся друг друга. Также проводятся обучающие семинары для учителей. И вот, пользуясь таким вот случаем, я хотела бы поблагодарить администрацию нашей школы, в частности, генерального директора Гульнару Мелисовну и исполнительного директора Салкына Самхаловну. Огромное спасибо им за такую вот системную работу. Они целенаправленно ведут школу вот по развитию, чтобы усовершенствовать и детей, и учителей. Это на самом деле очень здорово. Я думаю, труд как бы уже вот дал о себе знать, да, Канатагай, что вот мы теперь рады все и можем схвалиться всем, что да, мы все можем. Плоды, плоды это творческого труда вообще учителей и учеников. Ну и, конечно, родителей. Родители тоже нам помогают. Вот родители здесь выступили спонсорами в поездке. Каждый ученик, получается, поехал за свой счет, да? Да, родители прям были на ура, и они сразу же поддержали идею. Это очень замечательно, когда и общественность поддерживает, и родители поддерживают, ну и мы, учителя. Мы сейчас будем еще больше творчески работать, так наши детишки нам дали такую мотивацию, чтобы в дальнейшем, думаем, да, Канатага, еще какие-нибудь идеи реализовывать.
Да, уже завоевывать по всему миру медали, кубки, да? возможно. Это очень классно. А вот участие, вот вы говорите то, что спонсорами вступили родители учеников, а за участие в Олимпиаду нужно ли было какую-то оплату внести, или это все было на бесплатной основе? Нет, нужно было. Получается, вот организаторы, я об организаторах хотел отметить. Образовательный центр «Эдуант», это при Академии туризма Турецкой Республики. Вот они организовывают. Они, правда, условия очень хорошие создали. В 5-звездочном отеле жили наши ребята. Там all inclusive, все это на уровне, на высоком уровне очень. И программа такая насыщенная, у них вообще почти свободного времени не было даже. Неделю, да, Да, там провели? Да, неделю прям. До обеда, допустим, предметная олимпиада, после обеда вот эти дополнительные и эстафеты, да, на всякие фестивали. У них очень хороший этот. И насчет оплаты, вот каждый родитель Спонсировал своего добровольно, ребенка, да? спонсировали. Вот за счет А вы этого там и- хотя бы отдохнули чуть-чуть? Посмотрели, увидели хотя бы город там издалека? Или вот вы как пролетели, или как пролетели, вот прям сели и вот неделю не вставая с места? Так, Все-таки... я прошел тур по городу Анкара. Ага. Это, как все знают, столица Турции. Мгм. Ну, в принципе, Турция сама красивая страна. Было поначалу тяжело влиться. в климат. Непривычно, да? Да. Мгм. Вот как мы сразу прилетели, вон так и там, так, да, Влажно, мокро, сложно, влажно. Мгм. Воздух Дышать влажный. сложно было. Мгм. А как вы вообще вот только сидели вот неделю, зубрили, вообще голову не поднимали с Нет, них? естественно. Или все-таки выходили, гуляли? Это уже приятно еще с полезным совместили. Отель Да. большой был. Отель так. большой, мы гуляли, Гуляли там там. были бассейны, был открытый выход в море. Мгм. Мы могли гулять там. У нас, конечно, были конкурсы, но было и свое свободное время, когда мы были свободны, могли, там и аквапарк, мы шли в аквапарк, отдыхали. Мгм. Я сейчас вижу по ученикам, у них такие хорошие, позитивные впечатления, эмоции, отдых, еще плюс такие призовые места, еще это гордость Кыргызстана, да, на самом деле. А какие у вас дальнейшие планы? Вот вы тоже, да, 11 класс завершаете в этом году? 9, да? Вот какие у вас планы? В дальнейшем, как вы пойдете? По русскому, по географии? Или, может, выбрали совсем другое русло? Нет, вот, дай бог, скоро у нас 11 класс, ОРТ, как все знают. Выпускной, да? Да, и я сам отличник. У нас тоже в конце учебного года алтын тамга, тестирование. Проходишь, полностью освобождаешься от всех государственных экзаменов. Вот тоже будем максимально трудиться. Это тоже некий вид мотивации, да, прям? Конечно. Прям, как сказать, отдам все силы, как и в последний год, 11 класс, другие ощущения. Ну, Как вам будет прощаться со своей... Не грустно ли? грустно, конечно, но даже как-то, не знаю, так быстро пролетели эти 11 лет. Будет тяжело попрощаться. А на кого вы хотите в дальнейшем пойти учиться? Вот сам планирую, вообще было бы классно, если хотел бы в Америку поступить сразу. Да? Было бы классно поступить, если смотреть, если здесь у нас в Кыргызстане, то буду стараться попасть в АУЦА, поступить, и в Алатау, там, ну, на высшие университеты. Да, Ну, хорошие, конечно, почетные, да? В приоритете вообще в будущем быть в Америке.
быть учиться в Америке. Мы вам желаем только удачи. Наш выпускник 24-го года у нас получится, да, вы? Мы желаем вам только удачи, куда бы вы хотели, куда бы вы ни направлялись, только чтобы удача была с вами. И если даже хотите уехать, обязательно не забывайте про свою родину. Собрав все знания всего мира, обратно приходите работать также у нас у себя во благо своей стране. А вы у нас 9 класс в этом году окончите, да, или как? Нет, у нас до 11 или можно с 9 в колледж. Да, какие у вас планы? У меня, честно, я сам хотел бы до 11, наверное, буду до 11, но я уже подавал заявку на Flex на год обучения в Америке. Да. Так, когда вернусь, думаю, сам постараюсь на программиста. Хотел бы, я уже хожу на курсы программирования и думаю, в будущем стану программистом. Очень классно. А у вас какие планы? Вообще, мне кажется, у нас почти одинаковые мысли. Я бы тоже Вы тоже на хотела Flex подали, да? Нет, Мгм. я хотела подать на следующий год, в следующем году. У нас в этом году тоже будут госэкзамены, будем трудиться через пол. А вот только для 11 класса Алтын Дамға, да, или для 9 класса Дамға тоже только есть? для 11. Для 11, да? А Ага. экзамен тоже для 9 есть. Да? Я бы хотела на юридический, наверное. На юриста. Хотите в будущем защищать права наших граждан, да? А ваши планы, Я цели? еще не определилась, хотела сначала с 9, но потом передумала, буду учиться до 11. Тоже на программиста пойду, Это в IT-сферу. Это говорится о будущем. том, что не хотите покидать свою родную школу, да? Да, привязалась как-то. Мгм. Вот вы каждый год выпускаете таких прекрасных выпускников, кто-то за границу уезжает, кто-то остается дальше учиться, работать. Вот какие у вас вот каждый год перед выпускным, какие у вас эмоции, ощущения, что вот вы выпустили, вот вроде когда они такие маленькие были, а вот уже прям как личность выпустили. Какие у вас бывают ощущения? Ну, ощущения бывают самые разные. Мгм. В один день смотришь, не хочется прощаться. Мгм. Жалко терять таких вот умных детей. Ну. Думаешь, а потом у нас все равно едут последовательные классы, же, следующие классы. У нас во всех классах есть дети, которым мы можем похвалиться, которые тоже могут выступать на таком вот международном уровне. Но мы всегда, конечно, в душе все-таки жалко, что наши детишки покидают, да, Свое гнездышко. школу. Но, тем не менее, мы желаем им удачи, хотим, чтобы они достигли своей цели. Но наши выпускники очень много поступают в зарубежные вузы, как Нурсултан сказал. Вот каждый год, что не год, да, Канат Агай, всегда такая тенденция у нас есть, наши ученики уезжают за границу учиться, очень много. Почти что половина уезжает в Америку, в Германию, в Чехословакию, в Японию, по-моему, одна ученица уехала в прошлом году. Вот такая тенденция. А потом вы их собираете обратно, возвращаетесь на родину. Те, кто остается в местном вузе, они вот на каникулах приходят, встречаются с учителями, радуются, вот мы вот вспоминаем часто школу, приезжают, встречаются с нами, делятся своими впечатлениями о вузах, о каких-нибудь новостях, мы говорим, беседуем. А ученики, которые за рубеж, они могут сообщения написать. Тоже общаемся. Не часто так, но общаемся. Иногда бывает, что поддерживаете связь конечно, с учениками. потому что в час ночи или в 2 часа ночи по нашему времени, в 3 часа ночи, Не совпадает. смотришь сообщения, или из Америки, или же из Японии, или же из Германии. Конечно, у учителей на душе очень радостно. Радостное чувство наполняет в этот момент. Аж прям иногда слезы. Вот дети наши приехали, мы встречали их в аэропорту, и вот такое ощущение было, все радуются, а от радости у нас прям слезы могут подкатывать. Вот такая вот слезы счастья. Большая, конечно, счастье. Ага. А вот смотрите, у вас столько дипломов, сертификаты, медали, кубок, вообще то, чтобы не сглазили это все, да? Какие вот, как часто вот вы хотите дальше, так в дальнейшем выезжать, также проводить наших учеников, также за рубеж, да, на олимпиады, на конкурсы? Как часто у вас это происходит? И какие у вас еще планы дальнейшие?
плана школы на этот случай мы определенно какому-нибудь ученику не даем такие советы поступать в иностранные вузы. Это в семье, наверное, решается, поэтому ребенок, если захотел, родители поддерживают и, естественно, выступают спонсорами. Они, конечно, рады, наверное, приветствовать желание своих детей в этом плане. Ну, мы, конечно, помогаем к нам вот к учителям-предметникам могут подойти, значит, вот к математикам, к учителям английского языка, за помощью. В каком плане, что вот какая-то нужна особая подготовка, допустим, если в иностранный вуз поступает, там нужно другие тесты сдавать, тест на международном уровне. Естественно, здесь уже начинают помогать учителя английского языка. Если ученик захотел уже поступить в российский вуз, они могут подходить к учителям русского языка, мы начинаем помогать. Дополнительно еще давайте задания, да? Да. Проводить. По желанию учеников мы смотрим, значит, в каком плане ученику нужна помощь, естественно, помогаем. На самом деле, если бы сидели бы, мы сидели бы и еще долго, 2 часа об этом можно говорить и говорить. Да, образовательный комплекс. Столько всего, столько наград и медалей, а мы желаем вам только процветания и удачи, выпускнику поступить туда, куда вы хотите, туда, куда душа хочет, да? А вам только успехов в учебе. Вот за 2 года у вас еще есть 10-11 класс, таких, чтобы у вас дома было целый тирвант, хорошо? Чтобы у вас в школе в полке не было вообще пустых мест, чтобы они все было забито дипломами, кубками, медалями и так далее. Желаю вам только удачи. А вам, в свою очередь, спасибо огромное за то, что вы уделили, нашли время. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить за то, что вы выпускаете таких умных, таких прекрасных, замечательных учеников. Спасибо вам за это огромное спасибо. Хотелось бы еще раз сказать. А мы с вами на этом еще не прощаемся. Я с удовольствием представлю, кто у нас сегодня был в гостях. Дайырбек Канат Мелисович, наш менеджер образовательного комплекса «Креатив Талим», Кельгенбаева Айнагуль, преподаватель русского языка и литературы, также наши ученики Мелисов Нурсултан, Арстамбекова Нурсулу, Кемелева Сайкал, Османалиев Эльдос. Спасибо вам огромное. Спасибо, что еще раз нашли время, пришли, поделились, прилетели вроде вчера, сегодня уже нам столько всего показали. А мы с вами на этом еще не прощаемся, увидимся с вами после небольшого перерыва.